В августе еще рано подводить итоги летнего туристического сезона. Однако, если проводить аналогию с прошлым годом, то здесь прослеживается положительная динамика, отметил заместитель министра по курортам и туризму Астамур Барцыц. Туристический сезон у нас нормальный в этом году, стабильный. Проводя аналогию с прошлым годом, мы можем сказать, что динамика у нас положительная, нет отставаний по сравнению с прошлым годом. Минувший июль выдался наименее удачным по туристическим показателям в республике. Это, скорее всего, связано с тем, что месяц был дождливым, отмечают специалисты. Провели опрос информационный, получили информацию от наших ательеров. И судя по их прогнозам о бронировании на сентябрь, то есть на бархатный сезон, около 60-70% уже забронировано на этот период. Так что мы думаем, бархатный сезон в Абхазии пройдет хорошо. С каждым годом в Абхазии открываются новые туристические направления. Большую популярность набирают маршруты в восточную часть республики. Сегодня Восточную Абхазию посещает в неделю около 10 тысяч туристов. В основном это паломнический туризм. Также пользуются популярностью источники железоводородные в селе Кинги. И активно набирает популярность город Кварчал с его радоновым источником и пансионатом, и водопадами. Вместе с тем, лидерами по посещаемости остаются основные туристические объекты страны. С января 2019 года по 20 августа Рицинский национальный парк посетили более 300 тысяч человек. На втором месте Новоафонская пещера. Здесь побывало 208 тысяч отдыхающих. В целях обеспечения информационной безопасности гостей Абхазии в этом году при министерстве была открыта горячая линия. В этом году, все знают, мы на упреждение работали, создали горячую линию для приезжающих сюда туристов, чтобы они перед тем, как приехать или перед тем, как забронировать, сделать бронь в том или ином отеле, узнали о нем побольше информации. Помимо точных адресов, контактов тех или иных отелей, мы помогали людям, давали небольшие консультации по поводу пересечения границы, визового режима, и иных вопросов, таких бытовых, которые могли сложиться у туристов не только с России, но и из других регионов, которые посещают Абхазию. Нынешний год выдался насыщенным для республики во многих отношениях. На летний период пришлись и выборы президента Абхазии. Исходя из данных международной статистики, в преддверии важных политических событий в странах уменьшается туристический поток. Однако подобное явление в этом году не наблюдалось в республике, подчеркнули специалисты. Для укрепления мер по обеспечению безопасности отдыхающих Министерство по курортам и туризму постоянно взаимодействует с органами МВД, в том числе активно обсуждается и дорожная ситуация. В этом году было к минимуму сведено общение наших туристов, которые приезжают на своем личном частном автотранспорте с сотрудниками ГАИ. Тем самым поток людей на частном автотранспорте увеличился. Они беспрепятственно, до этого они проезжали, грубо говоря, границу, когда переезжали, им требовалось 5, 6 и иной раз 7 часов, чтобы добраться до нашей столицы. В этом году намного все проще. В рамках работы ведомства планируется переподготовка специалистов туристической отрасли, классификация объектов размещения, совершенствование информационной базы. В республике активно идет разработка маршрутов агротуризма. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.